Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что мы говорим о башкирских родах, о том, как каждый род получил свое название, где он проживает и так далее. И в прошлый раз мы начали говорить о роде Бурзян. Ну, по многим причинам, в том числе и потому, что по Бурзянам свою диссертацию писал Салават Хамидуллин, мы, конечно, в одну программу уместиться не смогли. Мы остановились только на происхождении имени и долгой истории всех, кто был связан с именем Бурджан. Мы заговорили о том, как, скорее всего, род Бурзян оказался здесь и на этой территории, и чьи они потомки. И остановились мы на XIII веке. Мы говорили о султане Сирии и Египта Бейбарсе I, который, по некоторым данным, мог быть как раз представителем племени Бурзян. Но не надо говорить, что там как вот некоторые болезненно реагируют, особенно казахские товарищи, они сразу говорят, он не был башкиром. А никто и не утверждает, что он был башкиром. Все говорят, что он был из племени Бурджан, потому что племя Бурджан было в средние века, по всей видимости, не только в составе башкир. Да, но, тем не менее, судя по тем источникам, которые есть, он родился как раз где-то между Уралом и Волгой, ну и, соответственно, мы предполагаем, что, возможно, как раз где-то и здесь. Возвращаясь, опять же, к роду Бурзян. Как происходил вход в российское государство? Давайте, может быть, еще немножко поговорим о том периоде, более раннем. Вот, допустим, о средневековом. Да. Вот султан Бейбарс, кем он был, Бурзян, не Бурзян. В арабских источниках написано, что он происходил из племени Бурдж-Аглы. Дети Бурджан, сын Бурджана и так далее. А этноним Бурджан – это всего лишь множественное, число от корня бурдж. Персидский суффикс «ан», суффикс множественного числа, просто присоединился к этому корню. Вот. А в русских источниках, где эти Бурдж-Аглы фиксируются? Как вы правильно сказали, между где-то Волгой и Урала. По-русски как они называются? Половец, Орда, Бурчевичи их называют. Бурчевич. Тоже дети. Бурчевич. Бурдж-Аглы – это просто прямая калька. Бурдж-Аглы. Понимаете? Это все понятно. Когда вот эти кипчакские рабы, которые вывозились из Дэшти Кипчака, здесь в том числе и вот эти представители рода Бурджан. Напомним просто, что Дэшт и Кипчак – Половецкая степь. Да, Половецкая степь, да. Которые попадали в Египет. В Египет там ведь не только были Бурджан, там масса была. Вот мы даже, если будем брать родовое происхождение мамлюкских султанов, мы увидим, что первый мамлюкский султан был Айбек Туркмани, то есть Айбек Туркмен, да, из племени Туркмен был. Потом вот был султан Бейбарс, он был Бурдж-Аглы. Рынок рабов, наверное, один из самых больших в регионе, был как раз в Крыму в это время, да? В Крыму. Это была перевалочная база. И он контролировался во многом итальянцами. Византийцы, итальянцы, генуэзцы и так далее. Там они все вот вывозили оттуда, это потом везли в Константинополь, из Константинополя вели в Алеппо, в Сирию, Тартус, кстати, где вся эта база, все туда это все везлось. Там был крупнейший невольничий рынок, и вот оттуда они уже расходились по всему, Ближнему Востоку. И вот в Египте огромное количество этих рабов скопилось, из них там, поскольку, как пишут, там, учитывая львиное качество этих тюрков, там арабские источники, из них стали формировать вот эту гвардию. И эти мамлюки, когда уже настолько они усилились, сказали, а что вот какие-то слабые султаны нам, аюбиды правят из курдской династии, сбросили их и свою династию установили. Первый султан, я говорю, Айбек, он был туркменом, потом вот был Кутуз, султан Кутуз, он был по происхождению, по-моему, неизвестен его происхождение, но всем было известно, что он происходил из Хорезма. Такая легенда, что он был там чуть ли не сыном дочери вот этого последнего Хорезмшаха Мухаммеда и так далее. Хорезмшахи, они тоже ведь с какого племени, да, они там канглы, то ли кто, не суть. Потом был султан Бейбарс, он был из Бурдж-Аглы. Следующий султан Калавун, который довершил разгром крестоносцев в Палестине, тоже был Бурдж-Аглы. И потом, в общем, другие султаны и так далее. Когда мы берем этих мамлюков, там полный кишмиш. Были и, собственно, башкиры там, кстати, у мамлюков, допустим, известен Санджар аль-Башгурди, знаменитый мамлюкский эмир. Он был наибом в Сирии, правил в Алеппо и Дамаске, потом в Халебе. Один был, так сказать, из провинциальных губернаторов. Санджар аль-Башгурди. Там много было башкир, и вот несколько из них, в общем-то, возвысились. Возвращаясь к племени Бурзян, 13 век, монголы и так далее. Вот, кстати, не совсем все это ясно с монголами, как вот происходила интеграция Башкирии в Монгольскую империю. То есть, потому что источники скудные, крупицы там какие-то остались. Только начиная с Золотой Орды мы понимаем, да, как это все было устроено? Да, потом дальше мы уже понимаем, как вот мы в одной из предыдущих программ говорили, вот была, башкирская полития, был правитель, государь всей Баскардии, кто знает, может быть, он был бурзяном, а может быть, просто какой-то приглашенный, да, со стороны товарищ. Как всегда это было, кстати. Ведь на Руси почему Рюриковича пригласили? Не потому, что там сами там на Словении дураки были, да? А потому что споров, чтобы не было, чтобы со стороны придет. Потому что тут начали друг друга грызть. Древляне, там эти
Кривичи там и так далее. Всегда нужно, чтобы страны. И всегда по этому принципу все фактические династии королевские везде образовывались. Франкская империя, в Галлию пришли франки, чужеземцы. Там в Британию пришли сначала англосаксы, покорили, значит, местных кельтов встали, а потом самих англосаксов кто? Нормандская династия пришла, напала и, в общем-то, захватили. Всегда так было. Внешние силы приходили, в общем-то, и потому что так проще. Потом эта династия, значит, она полностью растворялась в местном населении, ассимилировалась, но тем не менее. Вот в Башкирии мы видим, что в средневековом сказании Кыса и Чингисхан уже Бурджан-бей. Касаясь уже вхождения в состав русского государства, как это происходило? Расселение бурзян, это была Ногайская дорога, нужно рассматривать вкупе с историей Ногайской Орды. Дело в том, что когда пала Казань, процесс присоединения уже был сложный, вот его многие не понимают, и вот начинают, когда писать всякие такие дилетантские рассуждения, просто иногда и бесит, и смешно. Это был очень сложный процесс, там, и, как говорят, вот башкирам пообещали, что им земли там дадут, и они все побежали. Но это, во-первых, ерунда, как уже в одной из передач мы говорили, увоченное право у них уже существовало, это идет с монгольских времен. Недаром министр имуществ Российской империи 19 века Киселев, он так и писал, что башкирское вотчинное право было еще до присоединения к российскому государству. Основываясь на архивных источниках, он писал эти архивные источники. Они лежат. Да и кто позволил бы башкирам сохранить вотчинное право? Почему они такие, они особенные? Нет. Просто, значит, это было одно из условий вхождения, что остаются прежние отношения, и, в общем-то, вотчинная земля, она неприкосновенна. И вот, когда вхождение пошло, мы знаем, да, сначала Казанское ханство упало, потом в 1557 году Ногайская Орда, в которую входила большая часть Башкирии, правитель Орды Исмаил Бей, князь Исмаил, присягнул Ивану IV на верность, то есть вот этот шерсть, это не было там полное покорение, а, так скажем, признание себя младшим партнером, который, так скажем, будет следовать внешнеполитическому курсу Московского царства. И все, вот это стало толчком. Когда башкиры увидели, что, так он сам вассал там кого-то. А почему мы вассалу должны служить? Вассал моего вассала, да, это не мой вассал. Да. Тогда, значит, как вассалы мы теперь, значит, вольны выбирать там другого, значит, себе сюзерена. И вся западная Башкирия в 1557 году первые пошли вожди племени Уран, Гайна, установили связь непосредственно, минуя уже вот этого ногайского князя, установили отношения с царем, и, значит, все. Но род бурзян не западный. Не Он западный. как раз наоборот восточный. Вот и дальше. Вот. А тех южных башкир, по всей видимости, значит, устраивало, но и жили себе в каком-то непротиворечивом таком единстве, как бы спокойно. И присоединение уже пошло только в начале 17 века, когда ногайцев самих не стало. Тут рванули, значит, с востока калмыки, айрат-монголы, первая волна в начале 17 века. Они смели нагаев, и тут башкиры, бац, и вдруг остались, как ногайцев нету. И что теперь делать? Тут уже волей-неволей пошли по примеру западных башкир. Тоже стали непосредственно, значит, отношения устанавливать с московским царем. Почему с московским царем? Потому что в идеологии чингизизма того времени идеологии чингизизма. Вот чингизов не стало, и русский царь стал восприниматься как наследник. Еще раз отметим, что так уж сформировалась, да, башкирская полития, что настоящим легитимным правителем признавался скорее тот, кто не был на территории той земли, которая управлялась. Внешний арбитр должен быть, внешний арбитр. Да, внешний арбитр. Да, а поскольку московский царь воспринимался именно как наследник, скажем, династии чингизидов, как потом, значит, Романовы стали наследниками Рюриковича, да, так и дальше. Ведь вообще, по большому счету, вот так надо рассматривать. Если мы рассмотрим династию Руси, чингизиды, Орды, да? чингизиды, потом Рюриковичи, потом Романовы, понимаете, да? Это интересно, кстати. И в этом ничего нет. Вот здесь у меня в своих книгах я привожу. Ногайские сами князья многие сделали для легитимации Рюриковича. Они так и писали царю: мы тебя считаем Чингизовым сыном, прямо так и пишут Ивану Грозному. Ты, говорит, Чингизов сын. И он такой, как, почему орел двуглавый. На Западе он говорил, я потомок, Иван Грозный говорил, я потомок Августа, императора, понимаете? А на Востоке говорил, я, говорит, наследник Чингисхана, понимаете? Ну, в общем, конечно, в очень каком-то там далеком, но действительно так, потому что многие браки это были... Нет, не то. Тут дело вот, тут мы говорим не о прямом, так сказать, генетическом, там, мы говорим о политическом наследовании, понимаете, преемственности. Это гораздо важнее, чем генетическое. Вот это политическое перешло туда, и, естественно, когда ногайцев не стало в начале 17 века, а тут еще идут калмыки, с которыми башкиры начали это вооруженное соприкосновение, вот, естественно, тут башкирские роды стали устанавливать свои отношения, южные башкиры в начале 17 века, с русским царем. У бурзян зафиксирована дата конкретная? Даты нету. Там есть, знаете как, там, значит, 4 вождя южных башкир от племени, значит, бурзян Исики-бей, от племени Тамьян Шигали-Шакман, от племени Усерган Бекбау князь и от племени Кипчак Каракужак бей. Вот 4 бея, поехали и
присягнули. А куда они, вот как эта процедура происходит? Куда они ехали? В Москву поехали, непосредственно в Москву поехали. Но дело в том, что в самом Шижире написано, что они присягнули чуть ли не Ивану Грозному, а в 17 веке. Какой Иван Грозный? Да. Вот какие-то анахронизмы существуют. Я считаю, что это потом уже при переписывании Шижире намеренно они удревнили этот период вхождения, специально, так сказать, показать. Вот мы Иван Грозный, потому что такая знаковая была фигура. На самом деле это было либо в смутное время, может быть, даже к польскому царевичу Владиславу поехали, или к Лжедмитрию, понимаете? Это потому, что он Лжедмитрий, это мы говорим там Растрига и так далее. Но он был законный царь России, Лжедмитрий первый. Второй же был, значит, Тушинский вор, а первый он был. Все короновали, все как полагается. И он вел государственное управление, все это вел. Возможно. А скорее всего, все-таки они просто уже поехали уже к Михаилу Федоровичу, первому роману, скорее всего. Потому что огромное количество грамот именно датируется временем Михаила Федоровича. Вот уже к первому Романову, скажем, вот этот факт зафиксировал. В отличие от них, сибирские башкиры сибирской дороги, Заурале, что они не вошли в состав России, они, значит, присягнули хану Кучуму, Кучумовичу, и вот до конца с ним бились, то есть на его стороне. И потом многие были завоеваны, но, однако же, им все равно, значит, за ними были признаны правоочеников. Вот так это происходил процесс. Но нельзя, наверное, не сказать, говоря о племени Бурзян, о, скажем, знаменитом Алдар-Тархане Исикееве, Алдар-Батыр. Это можно всю историю, так сказать, на чашу весов поставить, всю историю племени, то, наверное, один Алдар только своей одной личностью все перетянет. Это фигура легендарная, это национальный герой башкирского народа. Чем он прославился? Это был легендарный воин, очень богатый, значит, человек, потомственный Тархан. Тарханами были, значит, его отец, его дед и прадед были. Я не исключаю, что прадед Алдар-Батыра, он же был Тарханом, а Тарханы ведь они не служили нагайцам. Просто уточним, что это привилегированное сословие. Да, привилегированное сословие. Тарханство давали только ханы, чингизиды, а потом только русские цари. А раз он Тархан, кому он служил? Нагайцам служить он не мог. Скорее всего, они служили сибирским ханам. Вот. Несмотря на то, что находились на территории Ногайской Орды. Экстерриториальность у них существовала. Многие Тарханы башкирские, несмотря на то, что их территории вотчины находились в Ногайской Орде, они выезжали в этот... Что еще раз подчеркивает, что да, государство того времени немножко по другим законам жили, и нам глупо переносить сегодняшнее представление о государстве на те времена. Многие Тарханы выезжали на службу Казанскому хану, и туда уезжали, в Казани служили. А многие еще дальше уезжали, Касимовским ханам служили. Но он успел в Российской империи послужить. Он служил Российской империи. Он был участником знаменитого Азовского похода. Он прославился на всю Россию, потому что, когда Петр I молодой осадил турецкую Азовскую крепость, вот, и перед сражением, перед генеральным штурмом, турки решили по средневековому обычаю организовать поединок богатырей. Турецкий гарнизон в крепости сидит, а тут осаждает 70-тысячное русское войско. И вот вышел с турецкой стороны черкес, какой-то богатырь черкесского происхождения, как в источниках пишет Черкишенин. Кто такое имя его не сохранилось. А с башкирского войска вот после выборов взяли, выставили вот Алдар-Батыра. То есть, видимо, такой был здоровенный воин. Состоялся поединок. Алдар-Батыр этого черкеса убил на поединке. И все, и тут как бы войско воспряло, и крепость была взята. То есть он участник похода русской армии. Русской армии на крепость Азов. Соответственно, заслуженный какой-то в этом смысле воин. Да. И он как? Он получил какие-то почести от государства? Как дальше его судили? Он до этого был Тарханом, там вроде как, видимо, какое-то денежное жалование получил, да, там, может быть, какие-то знаки отличия и так далее. Вернулся домой, какое-то время спокойно жил, потом началось восстание. С самого начала восстания он... То есть вернулся? Вернулся. Он не продолжит свою службу как-то, да? Он вернулся в район... Это, понимаете, это смотрите, вот сейчас как у нас, где-то какие-то идут боевые действия. Вот снаряжает... Он призван был. Да, снаряжает там, условно говоря, наш там какой-то башкирский ОМОН, да, там боевая командировка, там на год едут, отрабатывают, возвращаются. Вот тогда все по такому принципу было. Это же не какое-то регулярное формирование, понимаете, это башкирская военная организация. Он, получив какой-то, в том числе, военный опыт там, да, он здесь становится участником восстания. Он становится вождем восстания. Несмотря на то, что совсем недавно он был обласкан Петром и так далее. Но тут настолько были безобразия, не вынесла душа поэта, да, потому что восстание началось в 1704 году, так. А он включился в восстание только в 1707 году. То есть 3 года он безучастно наблюдал, так смотрел, видимо, в нем все это кипело, когда уже невозможно было все это терпеть безобразие. Вот он
он включился в это восстание. Как я уже в одной из передач говорил, восстание было вызвано тем, что Башкирия была подчинена вот по губернской реформе Петра Казанской губернии, но непосредственным, так скажем, триггером стало вот эти безобразия. Комиссары из Казани прислали сюда, в Уфу, и тут начал безобразничать. Можно там описывать, но это просто время много уйдет. Одним словом, собрал башкирскую знать, начал их насильно вином поить, потом порохом сжечь там, и так далее. Ну, там, черти что там творил. Возвращаясь как раз к Алдар-Батыру, да? Вот он участник восстания. Чем закончилось восстание? Давайте начнем с того, что, значит, Алдар-Батыр, собрал войско и разгромил, значит, уфимский гарнизонный полк, усиленный Хохлова под урочищем Юрактау, это недалеко от Стерлитамака. Разгромил еще там несколько полков. То есть, фактически, простор получил на территории Башкирии. То есть, тут уже некому им было сопротивляться. Потом собрал огромное войско и пошел осаждать Казань. Буквально под стенами Казани было несколько сражений там с генералом Гулицем. Ему пришлось Гулицу даже отступить с Дмитрием Мамоновым там и с другими. То есть, там войска несли царские, условно говоря, поражения. До Казани оставалось 30 километров. И тут Петр I посылает своего боярина и воеводу Хованского. И Хованский удалось собрать значительные силы, порядка 15 тысяч человек. По тем временам это огромная сила. Если мы знаем, в Полтавской битве против русской армии всего лишь 8 тысяч Карла XII было. То есть европейские армии тогда уже стали такими небольшими. Самое главное было качество обучения. И здесь остановило нашествие вторжений башкир. После некоторых сражений, в общем-то, они начали переговоры. По переговорам было решено, что они отступят за реку Ик в Башкирию. И все. И ушли из Казанского уезда. И фактически с этого момента Башкирия стала независимой территорией. Она выпала из системы государственного управления. В Башкирии были призваны ханы, чингизиды. Алдару там упрек. Лидеры западных башкир писали: ты, Алдар, своими ордами мутишь, своего дурного дела никак не оставишь. Им не нравилось почему-то вот это. Желали примирения с правительством. А вот Алдар привез ханов. 20... Откуда он их привез? Ну, как кучумычей. Традиционных башкирских ханов кучумычей. Они в это время, значит, сидели в Каракалпаке все. Оттуда выписывали этих ханов. Потому что после как ушли из Башкирии кучумычи, последний хан башкирский Кучук, он был лидером восстания 1662. Ну, Кус. Я не знаю, в каких местах. Просто мы знаем, что они ушли в Каракалпаке и стали каракалпакскими ханами. И что из этого получилось? Ну как, он призвал Башкирию, и вот ханы 20 лет здесь правили поочередно. Сначала Мурат хан ушел на Кавказ, как мы знаем, поднял на Кавказе восстание, там осадил Терский городок, потом был разгромлен, его привезли и казнили в Казани. После смерти Мурат хана, значит, Рыс Мухаммед хан был, Ибрагим хан был, и Хаджи хан был, и так далее. Последний как раз был Рыс Мухаммед. 20 лет. Какая роль при этом была Алдара Сикеева? Все-таки он, да, как раз Алдар был главной военной силой. Да, ну тут ханы, видите как, это просто номинально. На самом деле правил Алдар. Естественно, Алдар. Ханы это так, юридическое выражение отказа от русского подданства. Понятно. Вот мы теперь не русским царям, не Романовым, а у нас вот свои ханы-чингизиды, наши старинные природные ханы, понятно, как они говорят. Вот. Только в 1728 году Башкирия вошла в состав обратно России. На каких условиях и почему? Объяснения очень простые. Началось джунгарское нашествие. Ага. Вот как 100 лет назад. Значит, калмыцкое движение побудило башкир искать южных, скажем, вхождений. А здесь вот началось джунгарское движение. Казахи, они же жили гораздо южнее. Они были сдвинуты к границам Башкирии. И заняли вот эти башкирские земли. Современные, значит, Актюбинской и Кустанайской областях. Башкиры понимали, что они не сами этого хотели. То есть они были вынуждены, им надо было куда-то, значит, отступать. С другой стороны, им тоже это было неприятно. На этих землях башкиры стационарно не жили. Как бы они использовались как угодья для сбора языка. Вот там как раз вся охота происходила. И же надо было платить. Это же тоже непростое дело. Эти земли были заняты, и вот это побудило как раз... На новые переговоры. На новые в это переговоры. время в Российской империи сменился уже правитель. Был уже Петр II, царь, и вот приехали, значит, башкирские послы в Москву, дали присягу Петру II, на коронацию к нему поехали. Петр II принял и тут же издал указ о выводе Башкирии из состава Казанской губернии и подчинении непосредственно Сенату. То есть восстание достигло своих целей. Достигли своих целей. Да. Я так понимаю, что в этот момент Алдар становится послом. Послом? Почему? Потому что в знаменитом сражении под Юрактау Алдар был личным другом Абулхайр-хана. Молодой Абулхайр-хан, значит, участвовал как раз вот с небольшим группой казахов, участвовал в сражении под Юрактау. Они были друзья. И как раз Абулхайр попросил Алдара: Алдар, давай ты будешь посредником, договорись с царицей тогда уже Анной Иоанновной, мы будем принимать русское подданство. У Алдара была идея вот создать на юге, что казахи тоже вошли, стали таким же народом, под арбитражем
уходом России перестанут вот эти конфликты между казахами и башкирами и башкирами, казахами. да. Такая была идея, понимаете? А он не знал, что все это вызовет Оренбургскую экспедицию и все последующие события. Я напомню, говорим о роде Бурзян, и раз уж просто в Бурзяне есть такой яркий представитель, как Алдар Батыр, мы уделили довольно много времени. Да, очень много времени. Именно этой части истории рода Бурзян. Буквально пару слов. Потом Бурзян. Как при создании Малой Башкирии и как потом сложилась история этого рода? Бурзяне, естественно, это были самые гуще всех этих событий. Мы знаем, что даже первая столица Башкирии Тимясово, это же бурзянский аул Тимясово. Даже вот Алаберды Ягафаров, представитель рода Бурзян, он как раз стоял у истоков башкирского национального движения. Вот он, забыл еще кто, были как раз инициаторы создания бюро башкирского народа. Это когда еще вот шли мусульманские съезды и так далее. То есть они были основоположниками. Как раз из бурзянских башкир, и особенно из челябинских башкир вот формировались все вооруженные силы башкирские, значит, республики и так далее. Ну что ж, я напомню, это была программа «История башкирских родов». У микрофона были Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации ШЖ Салават Хамидуллин. До свидания. До свидания.